Впрочем, по нашим якутским традициям, выезжая на реку, нужно покормить обязательно. Выкладываем оладья. Специально сделали их в маленьком формате, размере. И ничего не оставляем. Вот наш десант, едем на 2 машинах в музей. Погода очень хорошая. В общем, мы потеряли нашу развилку. Не знаем, нам в какую сторону ехать. И стоим и думаем. Да, потому что тут нет нормальных указателей. Мы едем в музей космонавтики, первый в республике, который находится в селе Дюбся у Филданского улуса. И мы находимся где-то рядом, в 22 километрах, 29. И не знаем, куда дальше ехать. На улице очень тепло и хорошо. Мы наконец-то приехали. Ехали и приехали. В общем, из-за того, что мы 2 раза свернули не туда, мы опоздали на 1,5 часа. Ух ты, собака какая! И у нас изменился немножко маршрут. И камера у меня кривая. В 1974 году по инициативе, по руководству Ивана Даниловича Жиркова, учителя географии, был основан в нашей школе музей космонавтики. А вот это восьмигранное здание, да? Восьмигранное здание. Это раньше у нас была церковь. Ага. Это вот это вот? Да, это восьмигранное. Угу. От Троицкой церкви то, что осталось, они дали музею космонавтики. Вот эта сторона была уже новая. Ага, пристрой. Новый пристрой. Вообще шикарный был объект. В 2000 каком это году было? В 2012 году. Уже все закрыли по аварийному состоянию. И весь материал был в это здание деревянное, старой больницы. И в 2003 году по инициативе нашего выпускника школы, вот кружковца этого музея Николая Степановича Копырина, может вы знаете, да? Так вот, к нам появился вот такой вертолет Ми-2. Все, подошла к этому вертолету полярной авиалинии. Кстати, я про них тоже снимала видео, ссылку оставлю. И вот это вот здание церкви. Первое здание музея космонавтики. Да. Так, ну и вот эта вот ракета самодельная. 8,5 метров высота. Все, мы пришли. Музей космонавтики основан в 1974 году. Вот космонавт к нам приезжал Виталий Капитонович Иванов. Он выходец из Нюрбы, который живет в Москве. Он, оказывается, кандидат в космонавты был. Кандидат в космонавты. Он должен быть лететь в космос, но по состоянию здоровья его не пропустили. Так, очень высокий, громадный человек. Он очень хорошо говорил по-якутски. Очень, как говорится, чисто говорил. Хотя он долго жил в Москве. Так, очень теплая была встреча. Вот его сопровождали с Якутска. Это Шумилова. Она работала по воспитательным
По-моему, она в министерстве работала. И с нашего ЛУСа Роман Петрович Петров, директор СТТ. Он тогда работал. Так, ну это Иван Данилович вот стоит. И его жена Анна Петровна Жиркова. Основатель музея. Да, основатель музея. Мгм. Очень был талантливый человек, просто одаренный от природы человек, можно сказать. Надо улица. Все, сейчас сходим в технопарк. Вот сюда вот. И по-моему, все. И, по-моему, на этом наша экскурсия закончится. И мы поедем обратно в город. О, самые лучшие, да? Ну, то, что видно. Ух ты. Ну вот Иван Данилович, основатель нашего музея космонавтики авиации первого в республике. Вот в 1974 году даже в Дальнем Востоке был первый музей космонавтики. А в 1983 году экспонат был защищен в городе Москве в конкурсе «Космос». Так, они участвовали 8 раз, участвовали в этом конкурсе «Космос». Так, Иван Данилович был сам учителем географии. Так, а в 16 году к нам приезжал Олег Дмитриевич Кононенко, который брал с собой в космос якутский хумус. Олег Дмитриевич Кононенко. Так, и второй раз тоже приходил вот Роман Юрьевич Романенко. Вот это погремушки детские. Где-то вот тарелочки, всякое. Вот когда приезжал Кононенко, к нам привезли вот такой... Обшивку. Ага, да-да. Как это называется? Это вот это вот? Да, вот это, вот, Обгоревшая обшивка. да, ага. От ракетоносителя. Ага, ракетоносителя. Как Спутниковая система написана. Восток 2.1А. И вот недавно, да, в марте месяце, уже был запуск второй ракеты-носителя. С 2009 года наш музей является членом АМКОС, то есть Ассоциация музеев космонавтики России. И вот по решению АМКОС наш музей был занесен в справочник туриста по России космической. Мы ехали, по дороге увидели свалку Обратно пути. машин. И решили остановиться и посмотреть, что у нас здесь, какие кузова. О, это же мотоцикл! Да, Урал. Это мотоцикл! На улице очень тепло, ветра нет. Навозом пахнет. Сейчас вообще красота. Ну, блин, как сюда подойти? Не смогла я подойти ближе, сугробы по колено. Что у меня с волосами? Здесь вообще никого нет. Здесь даже, по-моему, птицы не поют. Сейчас дальше по дороге найдем Алас. Видели, когда ехали с лошадьми. И там хочу пофотографироваться. Мы едем обратно в город, и смотрите, какое красивое небо. Просто нереально красивое.